Тема круглого стола звучит остро. Институт детства в Абхазии. Современные вызовы и механизмы защиты прав ребенка. Но за сухими словами скрывается живое и часто пугающее содержание. В центре обсуждения – дети в кризисе, цифровая социализация, психологическое благополучие ребенка, а также правовые механизмы и права несовершеннолетних в системе правосудия. Открыли встречу проректор АГУ Джульетта Адлейба и помощник ректора Анжела Каджая. Это прежде всего напоминание нам, всему обществу, о хрупкости детства. Я думаю, что каждый из нас несет большую ответственность. Каждый ребенок имеет право на здоровое, счастливое будущее. И мы максимально должны постараться все сделать для этого. И поэтому сегодняшний круглый стол, где мы будем острые проблемы обсуждать от защиты прав, здоровья ребенка, а также и вернемся к вопросам образования, психологической поддержки, и также, наверное, и семейного благополучия. В мероприятии приняли участие министр социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия Кама Адзенба, представители парламента Республики Абхазия, общественной палаты, а также эксперты в области права и педагогики, преподаватели Абхазского государственного университета. Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия Мактина Джинджолия, каждый взрослый должен чувствовать ответственность перед детьми. Эта инициатива была аппарата уполномоченного. Конференцию мы решили приурочить к Международному дню защиты детей, чтобы мы, взрослые, помнили о том, что дети нуждаются в защите и в силу своей физиологической, психической, психологической неполноценности дети сами себя не могут защитить. И любое государство, которое себя считает правовым, демократическим, оно должно вырабатывать механизмы защиты прав ребенка, и каждый взрослый должен чувствовать ответственность перед несовершеннолетними детьми. Программа включала выступления с докладами, дискуссии и подведение итогов. Первой свой доклад о детях представила старший преподаватель кафедры психологии АГУ Элана Кортуа. Она наглядно показала, что такое трудная жизненная ситуация. На фотографиях показаны руины, аварийные комнаты, в которых живут дети в Абхазии. Она отметила, что в республике существуют системные причины, по которым дети попадают в трудные жизненные ситуации. Например, на протяжении многих лет в Абхазии отсутствовали полноценные механизмы регулирования вопросов опеки, профилактики семейного неблагополучия и межведомственного регулирования на угрозу жизни ребенка. В зале чувствовался шок. Многие присутствующие не верили, что дети могут жить в таких условиях. К большому сожалению, цифры, которые вы сегодня услышите, они очень печальные, и они, по идее, они должны заставить задуматься о том, какие существуют вызовы или пробелы, как вы говорите, и что вообще с этим совсем делать. Статистика кризисного центра за 2 года работы. В центре, оказалось 50 детей. На сегодняшний день там проживает 14 детей. 5 из них были повторно несколько раз определены, то есть они попадали, потом их возвращали в семьи, и они снова попадали. 2 детей были успешно переданы в патронатные семьи, это тоже альтернативная форма. 1 воспитанница кризисного центра поступила в Российскую Федерацию. О кибербуллинге, травмах, которые могут нанести социальные сети, рассказала Кристина Мусельмян, студентка 3-го курса педагогического факультета Абхазского государственного университета. Она отметила, что юное поколение все больше гонится за лайками, участвует в опасных трендах, таких как «Синий кит», «Беги или умри» и так далее. Она добавила, что необходимы механизмы защиты ребенка. Это проведение дискуссий и профилактических занятий. Это сохранение баланса между цифровой и реальной жизнью. Дети все чаще начинают прибегать к каким-то опасным, на сегодняшний день это называются челленджи, тренды. Кроме того, цифровая среда формирует зависимость от внешнего одобрения. Самооценка ребенка начинает зависеть от количества лайков, подписчиков, реакций. Постепенно формируется искаженная установка. Я ценен только тогда, когда меня замечают, что приводит к тревожности, эмоциональной нестабильности. Когда официальная часть закончилась, началось самое интересное – дискуссия. Спорили, предлагали, не соглашались. Главное, все вопросы бурно обсуждались. Предложения будут взяты на заметку для дальнейших действий. Алиса Адлейба, Евгений Сильченко, Абаза ТВ.